Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе. Вспоминая героя, в месте гибели Мушнихвартске в селе Лашкендар Учимчирского района открыт памятник. Соблюдаются ли права женщин в Абхазии? В Сухумском доме юношества прошел круглый стол по проблемам гендерного насилия. «Споем вместе» – третий сезон проекта. Сегодня в селе Лашкендар Учимчирского района в торжественной обстановке была открыта мемориальная доска Мушнихвартске. Памятник был установлен на месте гибели славного сына своей страны, героя Абхазии, который погиб, защищая родину 24 года назад, 6 декабря. Сегодня его однополчане, друзья и родственники еще раз вспоминали героя. Подробности в репортаже Симы Аргун. Имя Мушнихвартске стало эталоном мужества и самоотверженности, доблести и чести, преданности и беззаветной любви к Апсне. Историк и археолог, он занимался исследованием эпохи каменного века. Работал в Ленинградском отделении Института археологии, учился в аспирантуре. После публикации результатов проведенных им исследований Мушнихвартске обратил на себя внимание археологов Абхазии, России и всего Кавказа. Мушнев входил в число руководителей национально-освободительного движения. По своей природной интуиции, учитывая сложившуюся ситуацию в Абхазии, предсказывал неизбежность грузинской агрессии и морально был готов к ней. Его родные ни на секунду не сомневались, что Мушнихвартске одним из первых встанет на защиту родной земли. Так и случилось. Когда началась война, он становится одним из организаторов народного ополчения. Сначала Мушни командовал отдельным батальоном специального назначения. Затем по указу Владислава Ардзенба его назначают командиром Гумистинского оборонительного рубежа. Его дерзкие, хорошо продуманные рейды во вражеский тыл наводили страх и ужас, сеяли панику среди противника. Мушнихвартске руководил боевыми операциями и в то же время занимался формированием Гумистинского фронта. Организовывал позиции, указывал, в каких местах организовывать сопротивление, оборону и кроме того, он сам распределял, сколько такой позиции, на такой позиции, столько в другой. Вы понимаете, какая большая работа и какая ответственная работа была. А время не терпело, значит, и кроме того, он стал организовывать фортификационные сооружения, то есть строить вдоль правой реки места. В октябре 1992 года Мушнихвартске направляют в Восточную Абхазию. Он сформировал боевой отряд и стал организовывать вылазки на вражеские позиции. В конце ноября на Восточном фронте сложилась непростая ситуация. В районе населенного пункта Кетыван, села Кочары, сванские боевики перекрыли дорогу жизни из села Чгярда над Корчал. Необходимо было немедленно освободить дорогу, имевшую стратегическое значение. Операция была успешно реализована. Но на этом враг не останавливался. Грузинские войска систематически нападали на село Лашкендар. 6 декабря 1992 года противник предпринял крупномасштабное наступление. В этот день в бою по освобождению Сопки погиб Мушнихвартске. Он подошел с основной группой и сказал он мне: офицер, ты офицер, и знаешь эту местность хорошо, и поэтому надо провести разведку боя. И с Бесланом Джинджал нас было 3 человека. Не доходя непосредственно до этого места, мы оказались между 2 огней. И в результате гранатометного выстрела я получил ранение. Меня вынесли с поля боя и отвезли в госпиталь Корчал. А через несколько часов я услышал о том, что Мушни погиб. Мушнихвартске похоронен в селе Лыхны Гудаутского района на исторической поляне Лыхнашта. Но общественность была обеспокоена тем, что герою не был установлен памятник. Сегодня, в день гибели Мушнихвартске, в селе Лашкендар Учимчирского района была открыта мемориальная доска. На ней выгравировано его знаменитое изречение: «Я верю в свой народ и в то, что мы победим, что через эту победу и страдания мы возродимся другими». Трудно переоценить его вклад в национально-освободительную борьбу нашей страны. Человек, который сгорел полностью, отдав себя целиком ради благосостояния нашего государства.
Почтить память Мушни Хварцке пришли его родные, друзья, однополчане и представители силовых структур. Гибель этого воина – утрата не только для его родных и близких, но и для всего абхазского народа, отмечали участники митинга. Мушни Хварцке посмертно награжден звездой Героя Абхазии. Это памятная доска как напоминание о войне и бойцах, которые сложили головы за правое дело, за родину. Сима Аргун, Аляс Курса, Анатолий Маланя, Абхазское телевидение. Сегодня в Сухуме блок оппозиционных сил и общественная организация Айтера и республиканская общественная организация Кяраза подписали соглашение о сотрудничестве. Подписание документа состоялось в офисе Айтера. В документе нашло отражение согласия сторон тесно сотрудничать в вопросах стабилизации общественно-политической ситуации в стране. Соглашение от блока оппозиционных сил подписали Рамаз Джопу, Аслан Бжаня, Ирина Агарба и Нугзар Ашуба. От Айтера Леонид Лакирба и Ахра Фискири. Аналогичное соглашение также подписали блок оппозиционных сил и общественная организация Кяраза. Свою подпись под соглашением поставил руководитель Кяраза. После подписания руководитель фонда АПРА Аслан Бжаня дал комментарий по поводу его задержания на российско-абхазской границе в прошлые выходные. По словам Бжаня, его несколько раз доставляли в отделы полиции города Сочи и города Адлер, чтобы получить разъяснение о якобы незаконном хранении боеприпасов. У меня нет материалов, свидетельствующих о том, что конкретно кто-то к этому причастен. Но я еще раз хочу сказать, что я с этим оружием более 1,5 лет, и у меня таких проблем никогда не было. У меня с оружием и сегодня нет проблем. Кстати, сегодня мне позвонил адвокат, сказала, что результаты экспертизы поступили, вы ввезли на территорию России именно те патроны, которые у вас были обнаружены. Значит, дело уголовно должно быть закрыто. Так я это понимаю. Но вот стечение обстоятельств, да, вот у нас определенный здесь определенный виток, к сожалению, напряженности, и то, что произошло там. А я бы не хотел что-то с чем-то увязывать, это комментировать, не потому что мне не хватает мозгов, и я не понимаю некоторых очевидных вещей. Просто я специально это не комментирую, вы сами подумайте, сделайте сами свои собственные выводы по этому поводу. Ну, потом уже, значит, начальник полиции, я ему сказал, что все понятно, я остаюсь, выехал, мне было рекомендовано на улице не появляться там. Через час звонок, 1,5. Это было связано с тем, что коллеги в Москве сильно заволновались по поводу тех событий, которые произошли в Абхазии, в частности, перекрытие трассы и так далее. Это я могу точно сказать. И, возможно, и в Гаграх перекрытие. Да, ну да, наверное, еще. И вот начальник полиции опять звонит адвокату, адвокат находит меня, говорит, он нас опять приглашает. Ну, вернулись мы опять в этот участок, полицейские в центре по улице Горького, 60. Вот, он уже заявил, видите, говорит, ситуация как динамично меняется, мне, говорит, поручено до вас довести. На мой вопрос, уже я стал с ним беседовать, кем поручено, он уклонился от этого вопроса. Мне поручено до вас довести, что президент Абхазии вышел на руководство России и просил руководство России посодействовать в том плане, чтобы мне никто не чинил препятствий для того, чтобы я выехал из России. Напомним, что после задержания Аслана Бжаня в Сочи в Абхазии прошло экстренное заседание Совбеза по этому вопросу и консультации президента Абхазии с послом России, и в течение нескольких часов ситуация была урегулирована. Республиканская общественная организация «Апсадгил» выражает серьезную озабоченность в связи со складывающейся общественно-политической ситуацией в стране. Мы считаем, что проблемы, которые стоят перед нашим государством, должны решаться исключительно мирными политическими методами. Настало время, когда надо положить конец разделению нашего общества по политическим пристрастиям между так называемыми бакапшистами, хаджимбистами, анквабистами. Призываем всех власть, руководителей политических партий и общественных организаций взять на себя ответственность и в кратчайшие сроки выработать меры по предотвращению назревающего внутриполитического конфликта. Абхазский союз ветеранов Афганистана выступил с заявлением, в котором, в частности, говорится:
В ситуации, когда открываются новые возможности для полномасштабного развития нашей республики, мы не имеем права допускать какие-либо шаги, от кого бы они ни исходили, которые могут нарушить хрупкий мир, стабильность, достигнутые ценой больших усилий всего нашего народа. Считаем необоснованными намерения о досрочных выборах главы государства. Обращаемся к ветеранам войны, общественности республики с предложением сделать все возможное для ослабления политической напряженности и сохранения конституционных завоеваний нашего народа. Республиканское движение «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» распространило заявление, в котором выражает озабоченность в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в стране, которая вызывает серьезную угрозу стабильности и сохранению государственности. Обращаясь к нашему народу, мы, матери, спрашиваем, имеем ли мы право после тяжких испытаний и невосполнимых человеческих потерь, победив врага, достигнув свободы, независимости и признания, сейчас противостоять друг другу. Это может обострить ситуацию и поставить под угрозу суверенитет государства. Мы призываем все политические силы страны сесть за стол переговоров и только за столом переговоров решать все наболевшие вопросы, говорится в заявлении движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость». К другим новостям. 25 ноября, в Международный день борьбы против насилия в отношении женщин, по всему миру стартовала ежегодная кампания против гендерного насилия. Она продлится 16 дней, с 25 ноября по 10 декабря. День, который знаменует защиту прав человека. Объединение этих дат обращает внимание общественности на то, что гендерное насилие является нарушением прав человека. Одной из форм насилия в Абхазии является семейное насилие. Ему подвергаются различные группы людей. Это женщины, мужчины, пожилые и дети. Однако в подавляющем большинстве случаев жертвами такого насилия становятся женщины. В Сухумском доме юношества прошел круглый стол на тему проблемы домашнего насилия и пути его искоренения. Организаторы – Ассоциация женщин Абхазии. Обо всем подробнее расскажет Денис Фаршба. Гендерное насилие. Для кого-то пугающее словосочетание, для иных же, к сожалению, привычное явление. Это и стало главной темой обсуждения на круглом столе, организованном Ассоциацией женщин Абхазии. Эта кампания проходит с 25 ноября по 10 декабря во всем мире. И организации объединяются и поднимают этот серьезный вопрос. По статистике в мире 35% женщин страдают от домашнего насилия. К сожалению, в Абхазии этот учет не ведется, и эта тема очень табуирована и закрыта. Мы предлагаем женщинам бороться с этим, понять, что это ненормально, и оказываем психологическую и юридическую помощь. Почти каждая пятая женщина в Абхазии подвергается физическому насилию. И это при том, что практически все из них не обращаются в милицию, в больницу и не рассказывают об этом родственникам и друзьям. Организаторы круглого стола привели данные опроса, согласно которому половина респондентов уверены, в Абхазии есть проблема домашнего насилия. Сегодня эта проблема в Абхазии табуирована. О ней как бы не принято говорить. И сами женщины, которые, и не только женщины, но вообще люди, которые в семье подвергаются вот какому-то психологическому, физическому или какому-то иному насилию, они сами не говорят об этом вслух. Видимо, это связано с нашей такой традиционной культурой, когда все, что связано с семьей, это очень закрытая сфера. Но мы не можем, конечно, противодействовать вот этому, мы не можем разрушать нашу традиционную культуру, но если совершаются какие-то акты, которые нарушают закон, то мы не можем быть к этому равнодушными и об этом не говорить. Участники круглого стола после просмотра сюжета о данной проблеме, подготовленной телестудией «Асарки», размышляли об истоках недопустимого отношения мужчины к женщине и называли различные причины. Ни одна женщина никогда не захочет сказать, что ее муж оскорбил физически или же устно, или психологически, или же там вообще что-то еще такое. Но в любом случае от того, что эти женщины не говорят это открыто, или иногда это переходит всяческие вот эти нормы и нашей жизни, то от этого все равно это мы не можем скрывать, долго не получается. А здесь вот противоположная ситуация, что те люди, которые могли бы бить тревогу, которые могли бы защищать интерес, от них исходит вот эта угроза. И здесь очень сложно, на самом деле, правоохранительным органам и обществу в этом разобраться. Да, но это тем страшнее эти преступления. Вот просто представьте, что чувствуют вот эти женщины, которые смертельную опасность от своих самых близких
людей. Это просто помимо как бы итога трагического, в какой ситуации жили эти женщины, когда угроза исходила от самых близких людей. Нужно отметить, что большую обеспокоенность вызывает тот факт, что данная проблема не обсуждается в обществе. Острая необходимость ее решения существует, не раз повторяли участники круглого стола, и ее надо решать. Психологическая помощь пострадавшим женщинам или мужчинам, создание центров, куда могли бы обращаться жертвы насилия, принятие закона о гендерном равенстве. Участники круглого стола считают эти методы ключевыми в решении данной проблемы. Нисфа Аршба, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. 5 декабря в Москве координаторы Совета по экономическому развитию и реформам при президенте Республики Абхазия, министр экономики Адгур Арзанба и глава московской абхазской диаспоры Беслан Агрба провели встречу с президентом консалтинговой компании Strategy Partners Group Александром Идрисовым. На встрече обсуждались вопросы текущего выполнения работ по подготовке программы развития экономики Республики Абхазия до 2025 года. По словам Адгура Арзанба, это очень важный документ, без которого невозможно говорить о поступательном и последственном развитии экономики нашей страны. Мы впервые за новейшую историю можем увеличить горизонт планирования и иметь дорожную карту действий на среднесрочную перспективу. Министр экономики выразил уверенность в том, что именно вокруг подобного рода документов должна разворачиваться основная дискуссия всех политических и общественных сил страны. Сегодня в Санкт-Петербурге в Смольном состоялась встреча председателя Сухумского городского собрания Константина Пиля с председателем Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгением Григорьевым. Стороны обсудили основные направления сотрудничества, в частности, возможности поставок сельскохозяйственной продукции из Абхазии на территорию Санкт-Петербурга, а также вопросы взаимодействия в области туризма, культуры, спорта и образования. Было предложено принять участие в 11-й Санкт-Петербургской рождественской ярмарке, которая состоится с 24 декабря 2016 года по 8 января 2017 года. Завтра, 7 декабря, состоится встреча сухумских депутатов с депутатским составом Законодательного собрания Санкт-Петербурга для подписания меморандума. Рабочий визит депутатов Сухумского собрания в Санкт-Петербург продлится до 10 декабря, сообщает пресс-служба Сухумского городского собрания. Сотрудниками СГБ Абхазии 29 декабря 2016 года в пограничном пункте пропуска ПСО по подозрению в организации ввоза на территорию Республики Абхазия наркотических средств задержан Еремян Дмитрий Зурабович, 1993 года рождения, уроженец и житель села Допукыт Кульрипского района. При личном досмотре у Еремяна обнаружено порошкообразное вещество. Согласно справке КЦ МВД Республики Абхазия, изъятое в ходе личного досмотра Еремяна, порошкообразное вещество является наркотическим средством метадон весом более 9 грамм. По данному факту следственным отделом СГБ Республики возбуждено уголовное дело. Судом города Сухум в отношении Еремяна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Он водворен в следственный изолятор СГБ Абхазии. Проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия. Продолжаем выпуск. Музыкальный проект певицы и актрисы Хиблы Мукба и режиссера Мадины Аргун «Споем вместе» впервые появился на абхазской эстраде в 2013 году. Вчера на сцене Русдрама состоялась премьера 3-го сезона музыкального проекта «Споем вместе». О новых правилах проекта и о том, чем порадует нас в этом сезоне его участники, расскажет Сария Смыр. В третьем сезоне условия проекта изменились. В отличие от прежних, он не конкурсный. Кроме того, если раньше соревновались дуэты, то теперь на концертах будут петь маленькие артисты вместе с уже состоявшимися певцами нашей эстрады. Всего будет 6 концертов, и все они будут разной тематики. Главная цель проекта, по словам его авторов, популяризация песен на абхазском языке как в традиционной, так и в современной аранжировке. Каждый концерт будет тематически разный, да, отличаться будет один концерт от другого. И еще меняться будут участники концерта. То есть, если на первом и на втором проекте участники были одни и те же от концерта к концерту, сейчас на каждом концерте будут разные. Дети были на первом концерте, я думаю, что
теперь уже пора и взрослым. Я думаю, что это месяц раз, либо в 2 месяца раз, в зависимости от того, как быстро мы сможем подготовиться. Авторы проекта «Споем вместе» считают, что 3-й сезон должен превзойти предыдущие по оригинальности и сложности. На сцене русского драмтеатра дуэтом выступили 7 певцов абхазской эстрады с воспитанниками различных музыкальных студий Сухума. Концерт прям по душе бьет, потому что вы сами видели, я пел с самой маленькой девочкой по возрасту. Это вот как раз-таки тот момент, когда мы можем сказать о том, что есть вот продолжение того, что мы делаем. Да, вот дети нас видят, дети нас слышат, они вот эту атмосферу видят, да, вот. Я настолько доволен, я вообще всем благодарен за то, что меня зовут, за то, что я вообще участвую в этом, да. Мне очень приятно, почему? Потому что в этом есть большой смысл. Концертная программа была самой разнообразной. Звучали песни современных композиторов, народные мелодии. Уже после концерта самые маленькие артисты делились своими впечатлениями. Я очень люблю этот проект. Да, я впервые принимаю участие. Мне очень нравится, я впечатлена. Когда я выходила на сцену, я чуть волновалась, но потом все волнения ушли. Мы ущербно готовимся ко второму концерту «Афицахер». Генеральным спонсором проекта выступила сотовая компания «Амобайл», для которой творческие проекты, связанные с развитием абхазского языка, всегда в приоритете. Проект «Афицахер» – это один из самых любимых проектов у нас в компании, потому что каждый новый сезон рождает новые хиты. Для «Амобайл» ценность этого проекта в первую очередь состоит в том, что этот проект полностью на абхазском языке. И каждый новый сезон этого проекта дает нашей эстрады новые хиты. А с моей точки зрения это очень важно. Именно то, что Хиблю удается наш очень сложный язык гармонично накладывать на ноты. Для жителей Абхазии следить за этим проектом давно уже стало традицией. Впереди их ждут незабываемые концерты нового проекта «Споем вместе». А самое главное, право выбирать победителей в этом сезоне будет принадлежать им. Сария Смыр, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем временами дождь. Дождь со снегом. Температура воздуха ночью 2 градуса, днем 0,5 градусов. Температура морской воды 12 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.